Мои аспекты. Ам, короче, с ну, какие-то, я чувствую, ну, во сне, что, какие-то идут, непонятные и непонятно откуда какие-то, воздействия. То есть кто-то пытается пролезть. Мгм. Кого-то куда-то пихаю, кого-то куда-то это самое. Но обычно я чувствую такую силу, да, а сегодня я, какая-то пассивная была. И что-то там вышло такое интересное, и я подумала: "Надо запомнить". Ну и, Мгм. естественно, не запомнила. Короче, чистить меня, мой канал, я не могу работать ручками. У меня морда лица вся в прыщах. Ну, не в Мгм. прыщах, а в красных пятнах. Вчера хлорки Так. надышалась, собачьей шерсти. Мгм. Кого грабануть? Не, грабить нельзя, нужно, искать свои внутренние резервы. Разграбить. Отнимать награбленное. Ну вот, Разграбить. отобрать. Кто забирает? Точно вспомнила то, что я хотела вспомнить. Кто-то там на меня из клиентов с наших Мгм. проявлялся, с кем-то я там всю ночь воевала. Мгм. Записал. Так, хочу это посмотреть, кто, вторгается в мое пространство, кто отбирает. И как это вообще можно потенциал отобрать? Вот. Где мои деньги? Почему я живу как в России, как в РФ, от зарплаты до зарплаты? То есть я постоянно напряжена, чтобы мне хватило заплатить счета. Что это за фигня? Так не должно быть. Я не должна думать о деньгах вообще. То есть я хочу посмотреть, по конам Вселенной, если что-то не так, значит, во мне что-то не так. Я хочу посмотреть, где мои грехи, Погрешности. где эти Мгм. крючки, зацепки, где мои вот эти ошибочные. Да. Мгм. Что ты видишь, Виктория? Я слышу муза любви, гармонии, слышу музыку Мгм. красивую, как будто кто-то перебирает струны. Вижу огромный шар, сияющий шар, муза. Так. Кто эта муза? Считай, ее эфирная ДНК. И я вижу, что у меня к ней идет такой от сердечной чакры такая связь, но она вот так как будто перекручена, как передавлена на вот там, где начинается ее энергосфера. А, Мгм. Но это как считывается электрический объект, ну, как эфирная ДНК, мы говорим, а, эфирное тело. Это муза, эфирное тело? Это мое эфирное тело. А, так, хорошо, считай, эфирная ДНК, ты ли это? Давай по форме. Скажи, Мгм. чтобы я себя нашла. На счет 3, Виктория, ты найдешь в эфирном пространстве твое эфирное тело. Виктория. 1, 2, 3. Что ты Да, это видишь? я. Мгм. Но я нашла себя вот как урания. Мгм. Спроси у себя разрешение потрудиться с тобой и для тебя. Я разрешаю. Мгм. Так, что это за передавленная связь? Давай посмотрим, что это за канал и куда он ведет.
Интересно очень, я вижу там буква «ты». «Ты», Ты, буква «ты». как это, Таурус. Да. Мгм. Там, где пережато, и там вот эта буква «ты» вот так идет, как гвоздь такой. Это как такой шлейф идет Мгм. энергетический, и он вот так перекручен, как будто. Там такое сдавливание идет. И в этой точке такая буква «ты». Мгм. Так, а откуда этот шлейф идет? Где его конец и начало? А с одной стороны, я вижу, что он вот так от меня идет, и как вот так закручено все. То есть он вот так идет, проходит насквозь, и, и вот так как-то. А дальше идет, э, когда я хочу сказать урания, оно звучит как урантия. И вот это ты, как будто бы так с трудом, Ага. с таким. И от этого ты идет такой шлейф в сектор магии. А потом Мгм. это идет вот к этой музе, вот, и пошло вверх к первоисточнику, считывается высшие сферы души, Мгм. гармония. Так, а вот эта муза любви, считай, эфирная ДНК, какое она отношение к тебе имеет? Я слышу духовный субъект. Мгм. Так, давай, Виктория, найдем тот момент, когда пережалось этот шлейф, это событие. Найди в эфирном пространстве этот момент, когда пережался этот канал. Я вижу, что появляется вот так, как дымка, как решение мое, оно как-то так рассевается, но а, очень какие-то рассеянные энергии. А от Мгм. этой точки Т идет в сектор магии, и там как будто бы молотком кто-то стучит. Очень черная энергия вот так пошла, как будто бы что-то распластывают. Мгм. Надо Так, я посмотреть в первую приказываю, очередь, кто там. приказываю этому в секторе магии, кто он такой, приказываю ему проявиться в соответствии его физическом ДНК на тот момент. Давай сначала, кто он, имя. М. Приказываем отвечать, кто он такой. Так, какие-то энергии неразборчивые. Давай я почищу Почисти пространство. пространство, Виктория, от всех иллюзий, от сморока, от дисгармонии, от искажений. На счет 3 мы это сделаем. 1, 2, 3. Очищаем. Включаем свет. Понятно. Я вижу, что на меня, в мою сторону были направлены зеркала. Мгм. Были направлены зеркала, которые рассеивали как-то энергию, какой-то свет вот этот давали непонятный. Мгм. А, с этой стороны, а с этой стороны, где они, это все там черное, слышу писарь. Вижу, сидит как монах, ну, в черном, может, не монах, но весь в черном. Пишет какие-то листы и вот так делает. Пш, пш, пш. Написал и так быстро, знаешь, как карты скидывают. Мгм. Вот так эти листы
в сектор интерферентов. Там кто-то бежит, ну, собирает эти листы и бежит, и разложил эти листы, как в барабан в такой. Мгм. Какой-то эгрегор, какого-то синтеза. Так. Так, ну Ага. ладно, давай Давай посмотрим. разберемся, кто это писарь. Я этому Да. писарю приказываю назваться, кто он такой, как его имя, и ему приказываю отвечать. Появляется в эфирном плане Вельзевул, дух пророка, какой-то пророк, имя не говорит. Только Так, такая вот эта на голове вот эта штучка, как чайка, как имплант. чайка, имплант, да. Так, я приказываю проявиться, кто на физическом плане представляет Вельзевула. Кто этот в секторе магии, приказываю ему проявиться. Он, вот так выставляет вот эту букву "ты" вперед. М. Я вижу лицо Тараса. Я вижу, Так, как очень мгм. странно сквозь его глаза как будто бы из глазниц вылазят. И становятся такие черные 2 шара, и от них такие лучи идут в сектор интерферентов. Именно в этот барабан. Мгм. Так, приказываю этому Тарасу отвечать, что он делает в твоем пространстве, Виктория. Он говорит: "Искажаю историю". Какую историю он искажает? Приказываю им отвечать. Он говорит, что обо мне, он говорит о тебе. Мгм. Показывает, систему, всю планеты вот так вот, а, астролябий. Говорит, что, я слышу мысли о Вселенной. Дефект. Так. Так, приказываем отвечать. Зачем лично ему это нужно искажать историю? Говорит в нем, этот дух, Вельзевул. Мгм. Он, очень, как зол на меня. Я слышу такие слова: "Ты пришла". Мгм. Ну и угрозы разные. Ты получишь там это всё. Так, закрывай этого Вельзевула. Виктория, поднимайся Да. выше. Так, да, это раз. Давай посмотрим, каким образом эти искажения истории повлияли на тебя. Я вижу, что это книга "Урантия", которую рекомендовала мне Оля. Ну, Оля не это, Да, я помню, как когда-то, да. Мгм. Так. какая-то книга, я ее не читала, хотя я ее нашла. Она Мгм. мне скинула. Я ее не читала, даже не открывала. Как-то я и забыла о ней. Так. Вот, но постоянно идет вот это слово астролябус. Так, астролябус — это что такое, Виктория? Как это считывается? Вот этот астролябус, он считывается, я вижу, такой человек, э, такой мантией синей.
со звездочками. Она черно-синяя такая. А, И он поворачивается вот так в сторону, где первотворец. И там такой механизм, как будто часовой механизм, и он там в этом механизме, э, я слышу, делает развороты истории. Мгм. Так, кто этот Астролябус, Виктория? Читай информацию. Кто он такой, как мы его знаем? Так, вижу, появляется борода. Но это как этот Нострадамус. Мгм. Но так, глаза белые, гипноз, обладает гипнозом. Так, тельняшка. Мгм. А, Я приказываю ему написать, как его зовут. Приказывает Амаль Астролябусу написать его имя, как мы его знаем. Интересно, взял кисть и пишет Илья Мамаев. Мгм. Ясно. Так. Считай, Виктория, вот этот Астролябус, он связан с искажением этой истории? Он вот так показывает. Да я это все. И вот так посрывал, из Мгм. светлого пространства, вот так вот перемешал и сделал как черный ком, и говорит, что я все здесь замешал. Так, понятно. И появился образ Сталина. А, Слышу последний император зла. Мгм. То есть он, вот этот Илья, считывается как последний император зла. Мгм. То есть в А нем это, почему последний? не знаю, сейчас буду смотреть, почему Пос- последний. А, Потом я вижу, а, и со стороны первоисточника появилось такое добрый, как лица всего не вижу, но я чувствую, как глаз, как будто бы и рука. Типа взять вот так и посмотреть, а что же тут творится? И так взял, посмотрел и затаптывает. Вот этот, где сектор магии и вот эта вся, считывается колода. О, колода королей каких-то. Как будто бы короли там. Мгм. Ну, потому что вот это, вижу этот с галочкой на голове, это раз. А ниже этот Астролябус. астролябус, который как бы выпихнул его вверх. Эм, И это все заталкивается. Мгм. Считывается последний этап шизофрении. Понятно. Так, Виктория, читай информацию, как ты связана с этим Астролябусом и Тарасом в этой искажении истории? Но я вижу вот этот шлейф, в который вбит этот гвоздь. Так, а Я с что ними не было на физике? связана. То есть А я с что... ними не брала М, участие мгм. в искажении истории. Так, а давай посмотрим в момент вбития вот этого гвоздя, что происходило на физическом плане, что это за событие? Я слышу
Рождение нимфы. Музы. И вижу такая, как духовная, не физическая сущность, которая как летает, прыгает, так, как волна. Так, что это за духовная сущность, Виктория? Вот так оно прозвучало, очень красиво. Урания. Мгм. О, ура! Это как победа, как этот клич. Даже не победа, а как восторг. Мгм. Считывается превосходство гармонии, превосходство любви, достижение, прогресс, совершенство. Мгм. Так, а вот эта буква Т, когда появилась? Вижу, что это снова как будто кузнец какой-то кует. Стучит молотком и выделывает какую-то штуку такую с такими закрученными краями. Так, кто этот кузнец? Приказываем проявиться, отвечать, кто он такой. Так. Проявляется? Приказываем ему проявиться. Он проявляется, но это выглядит как-то раз, но я хочу убедиться, потому что я имени не слышу. Вижу эти глаза снова вот так Мгм. выпучиваются. Вот эта штука, этот имплант на голове. Так, приказываем. Считывается, я слышу замазать, замарать, очернить. А что это он такой Так, а что приказывать? Что ты там говоришь? Я ему приказываю написать, как его истинное имя, такое, как мы его знаем. Пусть он напишет. И он написал, тоже взял такую кисть, как в краску макнул, Мгм. написал букву «Т». А зовут его как-то, сейчас я скажу, вот так, Тхагас. Тхагас. Тагас. Мгм. Тхагас. Так. Мгм. Так, значит, что на физике он делает? Виктория, это Тагас в момент, когда появилась эта буква Т в имени Урания. Так, я вижу, что он возле этого ребенка. Вот как родилась девочка. Ну, это как я вижу. Мгм. Родители радуются. А кто он? Он почему-то мне поставил, под ключку, как в живот, третью Так, чакру, и вот сюда, в третий глаз, такую точечку черную. так, в какой момент эти подключки у тебя появились, Виктория? Я вижу, что, родители мои идут по городу. Красивый город, залито все солнцем, брусчатка. Окна и такие как-то низкие такие окна, и много цветов посажено прямо в горшках. Много цветов, везде Мгм. цветы. Родители несут меня маленькую на руках.
А у меня вот так руки, вот так как-то вверх. Я слышу благословение. Так, что за благословение? И там вот этот считывается кузнец. Почему-то идет кузнец счастья. Также он считывается как прорицатель, Мгм. маг, прорицатель. Так. И звездочет. То есть Мгм. он... историк. Ну, как-то все, оно, знаешь, вот так как будто читаешь, вот, а, как будто я попала в какую-то... Это все реально, это не фантастика, Мгм. но там все по-другому. Так, а что тебе... Но там очень все хорошо. Ага. Все хорошо, очень, светлые. Вот, родители, они все сияющие, и люди. Одни сияющие, такие большие, красивые, а другие такие маленькие, черные все. Ходят какие-то скрюченные. И вот этот прорицатель, он, сидит в таком черном домике, и он пишет. Так. Так, а что Так. же он пишет? А. Сейчас я его четко вижу. Мгм. Он в своем домике как будто сидит и пишет, и возле такого окна. А мои родители как будто бы проходят мимо Мгм. и показали ему, вот так вот взяли и показали э, меня. И он вот эту точку мне здесь поставил. Я слышу астролябус. И потом, ну, он такой как будто добрый, все. Но этот дух в нем, то есть сам человек как будто добрый, да? Но как только, я получила эту точку, то, Да. этот дух черный, Вельзевул, начал очень сильно злиться и начал вот этот, человек. Это газ. Да, то ли Таргус, то ли Торгас, вот так вот, ам, писать вот эти черные, а, М. вот эти письма, листы и бросать туда, и образовывается астролябус. То есть это пространство считывается клеветы. Я Мгм. вижу, что, ну, так мне идет. Если коротко, вот так я там полетала, то э, идет как бы совмещение реальных духовных событий, что происходит в духовной сфере, в божественных процессах, и я слышу циклы. Вместе с этими программами, с колдовскими, то есть астрология завязана, и мироздание, миросоздание, вот оно уже искажено Мгм. по представлению этих колдунов. То есть вот как им нужно было, как устроен фактически антимир, они описывают. Мгм. Так, а когда вот эта точка у тебя появилась, Виктория, что с тобой произошло? Я слышу, я должна подождать, чтобы Так. что-то выросло. Я вижу, как с этой точки девочка растет. И у нее вот с этой точки, вот со лба, вот Мгм. так растет, вот там этот астролябус, так называемый, это пространство, Пространство. Мгм. да. И там в этом пространстве, в этом астролябусе я вижу, как
внутреннее устройство, оно вот так как по стенке, как будто бы пораскладыванные листы бумаг написанные. И там тянется, и там много этих листов, которые вот этот написал. Таргас. Таргас, да. Мгм. Так. И что Сейчас я выросло? посмотрю в духовном плане, что произошло. Мгм. Я вижу, что в эфирном плане, в духовном плане это были как высшие аспекты души. Я вижу, что душа имеет разные вибрационные уровни, и это касается самых высоких уровней души, вибраций гармонии и любви. И это я вижу, как я вот так иду, разворачиваюсь, а тут раз, вот это как препона такая, как стена. Мгм. Так, Ага. Виктория. И там везде вот так я слышу разрешение, разрешение. Чье это разрешение? Я слышу мой конфликт, мой Конфликт. Мгм. интересов, мой конфликт интересов. Так, а с чем? Интерес. То есть с кем конфликт или с чем? Я вижу что-то как сама с собой. Я вижу, как эта урания, она сидит такая огромная и вот так полощет что-то и как бы одевает на ногу, на правую ногу такой черный носочек, как треугольник. Мгм. Так, спроси у себя, что это ты делаешь. Я слышу, разрешила себе родиться человеком. Мгм. И я попала в этот астролябус. Так, разрешила. А для чего разрешила родиться человеком? С какой целью ты это разрешила себе? А сейчас я вижу, я повернулась как в сторону будущего, первоисточника, и достала оттуда такую огромнейшую книгу, такая сияющая книга. И я ее вот так перевернула и поставила вот так, как с правой стороны. Огромная книга, сияющая. Мгм. Как она считывается, эта книга? Она считывается живая материя разума, Так. Так, свет. Мгм. Так, и как эта книга связана с твоим решением родиться человеком? Я вижу, что я вот эту книгу вот так взяла в руку Мгм. и вот так как бы перенесла ее в тот астролябус. Я вижу, что я там сижу, как маленькая девочка в этом астролябусе, вот так до годика, месяцев 8 или 9. И вот Мгм. так ножками балам-балам, и эту книжечку читаю. А сзади вот так спина. Что интересно, спина. М, Со спины идет такой, как подключка такая, вот так, где основание шеи и где копчик, как бы крючок такой, ну, петля, как задела вот так. мгм. И уходит вот сектор интерферентов. Сейчас нужно смотреть. И я, когда смотрю на эту девочку, то я слышу рождение человека. Мгм. Вероятно, это мое первое рождение.
И сейчас нужно смотреть, кто интерференты и как я решила туда Мгм. пойти. Хорошо, Виктория. Приказываю всем интерферентам в твоем пространстве, всем интерферентам приказываю проявиться согласно их эфирной ДНК и встать по старшинству. Ну, я смотрю, что там тогда было, знаешь, потому что это как бы из памяти. Мгм. Вот. Я Так. слышу, что кто-то идет, такой светящийся какой-то, в секторе интерферентов, как будто какой-то огромный человек идет, спереди вот так он светится, и вот он идет и вот так бросает перед собой что-то и говорит, что твой путь будет услан цветами. Вот это идет как какое-то прославление, да? Или Мгм. благословение. Твой путь будет услан цветами. Так, кто он такой? Я ему приказываю отвечать. Так, вот этот человек все начал вот так корежиться, как Мгм. ломается это. Приказываю ему принять форму в соответствии его эфирным ДНК. Вижу ноги в растопырку и вот этот пусюн вниз под ключка. И Мгм. сразу он вот так его шмякнуло в сектор магии. И я считываю, что это было как завлечь меня на воплощение, завлечь меня искусить на контракт. И это появился вот этот звездочет и с синим, черно-синий плащ. Вот этот синий — это, синий цвет таки считывается, лепестки роз. То есть, словесный обман, как мы говорим, НЛП-программирование, Мгм. двойной смысл, манипуляция. Сейчас я посмотрю. А, Они почему-то все 2 вместе идут, как бы неразрывно. 2 вместе ты имеешь в виду этот Тарас Таргас и Илья, да. Таргас или этот. Таргас или... Да. А Так, Илья в том воплощении кем был? ага, приказывай. Он ругается, он меня обзывает, он говорит: "Дура ненормальная". Это вот этот и есть, человек, который пытался показать, какой он сияющий и светлый. Это Мгм. Илья. А Так, он там был какой-то. кто он был на физике, приказываю ему проявиться согласно его физической ДНК на тот момент. Он себя показывает как каким-то Гераклом, такой спортсмен, Так, кто он такой, раздетый. приказываю ему написать, как его звали в том воплощении. Так, Ничего не происходит, Виктория? нет, ничего не происходит. Так, ладно, Виктория, спроси у него, как ты его знала в том воплощении. Какой-то дядя. Понятно. Дядя есть Я дядя. я маленькая Мгм. девочка и протягивая ручки вверх, а он дядя. Мгм. Так, хорошо. А, от этого дяди какие имеются воздействия, Виктория, посмотри на тот момент. Вот это я уже несколько раз, видела, как он с этому торгасу вот так шепчет на левое ухо и показывает пальцем, что писать. Мгм.
И Так. говорит, мы ее, и вот так вот показывает руками, говорит, сотрем в порошок. Мгм. Так, я хочу посмотреть, кто интерференты. О, у нас гроза начинается, гром гремит. Это хорошо. Так, Так, кто интерференты? Посмотри, Виктория. я вижу, ну так это интересно, как будто вот эти художники рисовали вот этот мир. Оно Мгм. так и есть. И такая вот раз ручкой эта девочка. И вижу такое внизу пространство. Считывается пространство творцов ада. Мгм. Так, Так, кто а там кто интерференты? главный? Кто главный интерферент? Там приказываем ему проявиться в его пространстве, ему приказывает это сделать. Ой, я вижу там какой-то бог, который вот так только что-то помыслит, и от него с этого пространства вот так разбегаются разные, вот, ну, я слышу, Люцифер. Мгм. Разбегаются разные животные, странные такие. А, Мгм. фантастические какие-то. Пегасы, еще что-то. Ага, это его рук дело, понятно. Ну да, оно вот так идет. То есть совместить несовмещаемое. Понятно. Гибриды. Так, Виктория, спроси у себя, а, зачем ты вот что-то ждала, чтобы оно проросло? Там внутри попало какое-то... Там нужно посмотреть, какой контракт. Да. Да, что-то проросло, чтобы вырос, созрел вот этот, я слышу, дефект. Дефект мысли, дефект мысли, чтобы Мгм. это созрело. Так. Зачем? Сейчас я смотрю, я вижу, как такие статуэточки, чтобы, я слышу, все расставить на свои места. То есть внутри этого астролябуса Мгм. это как бы пространство, в котором находятся вот высшие аспекты душ этих людей, с которыми был подписан этот контракт. Мгм. Ага, надо смотреть, есть ли контракт. Давай, Виктория, посмотрим, есть ли у тебя контракт. Я слышу Таргас, Таргас. Мгм. Так, достань этот Вот, как контракт. интересно. Таргет, Да, это по-английски, это как цель, да. а Таргас это по-другому. Ну так, я к слову, мне пришло так, что Да. это имеет именно вот к этой, к цели отношение. Мгм. Так, контракт, Виктория. Давай посмотрим момент подписания контракта. Так, я вижу, как этот родители идут, несут этого ребеночка, показывают этому Таргасу. человеку, Мгм. Таргасу, и от него идет вот эта такая подключка в лоб ребенку, а я вот так рукой как бы пытаюсь это отодвинуть, но все равно проникает. Я вижу, как между пространство вот так разделяется, будто бы пролазит эта подключка. Я подписываю контракт с Таргасом. Мгм. Так, давай посмотрим условия этого контракта. Так, я слышу. Мой ум несовершенен. Это что такое? Так, на что я согласилась? Надо М, смотреть. Давай, Виктория, посмотрим, на что ты согласилась в этом контракте.
Я слышу побыть никчемной или никчемной, униженной, ограбленной, Мгм. уйти в мир людей. Так, Мгм. Так, И это связано вот с этой туфелькой, ну, это треугольничек, который я как бы одеваю на правую ногу. так, а что это? Имплант? Результат Результат. вот Результат этого чего? решения, Ага. вот этих всех воплощений, этих всех мытарств, оно так и идет. Так, а какое свойство этого треугольника? Оно считывается ходить не своими путями. М, Понятно. Под контроль, подконтрольно. Решение Хорошо, быть угнетенной. понятно. Так, Виктория, О, Паш. вот оно что. Вот откуда вот это. Мгм. И я вижу, что я как будто бы попала в как в лабораторию в какую-то. Меня как будто бы О, вот оно что. Как будто бы заколачивают в какую-то, коробку. А я видела сон, я теперь его вспомнила. Я еще подумала во сне. Нужно его запомнить, чтобы его проработать, посмотреть, что это. Потому что я во сне увидела, как меня кто-то тащит в коробке. Знаешь, как Мгм. лошади, там, например, лошадь идет и что-то тащит по земле. Я увидела, как меня кто-то вот в этой коробке тащит. Сейчас надо Волокот. посмотреть, Мгм. кто. Ну, волокут, да. Да. Так, кто тащит? Приказываю ему Так, проявиться. При- Приказываю проявиться тому, кто тащит. так, их двое. Мгм. Приказываю тем двоим проявиться в соответствии их физическим ДНК, как мы их знаем. Так. Ну, этот сбросил эту самую Тарас. Вот так с себя какую-то маску и одежду сбросил и сказал: "Ну ладно, я Тарас". Мгм. А звездочет вылазит из нижнего пространства и говорит, что он мне не скажет. Мы и так знаем. Вот, он, там в нижнем пространстве, он говорит, что он мне не скажет, что его защищает Мона. Говорит: "Меня защищает Мона". Что за этот феминизм? Мужчина должен женщину защищать, а у них наоборот. Мгм. Да, у них любовь. Он же к ней переехал, в Черногорию, к замужней женщине. Нормально? Я не думаю, там от Оксаны уже там ничего не осталось. Так что у них любовь к этой Моне. А Мона это уже не Оксана. Так, ладно, Виктория. Что это за... Что они тащат коробку? Что это на физике было? Сейчас я хочу посмотреть, что это за коробка. Я вот Да, так вижу, что я вот так смотри. как будто бы отрываю от себя что-то. И да, я слышу человеческое тело. Значит, когда я была фея. Ой, это не фея, как ее? Нимфа, ты Не говорила. муза, Ним, да. Нимфа, муза. муза. То есть это Мгм. духовное, какое-то существо, которое жило как бы вместе с людьми, что ли.
Мгм. Или ну, как-то тут и люди, и эти божественные сущности, а у людей вот эти черные тела, то есть считывается фиксировать события. Теперь мне понятно. Теперь мне Что-то все стало понятно. что-то поняла, Виктория. Смотри, когда не было физического тела, когда люди или божественные сущности были без человеческого тела, грешного, скажем так, то они вот так раз, 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 и все видели свои погрешности. То есть они даже ничего и погрешности не делали, потому что они сразу все просчитывали, они все видели, просчитывали наперед, и иконы Не гармонии допускали, да? работали так, да, что они автоматически выбирали правильно делать. А вот это, когда началось вот это физическое тело несовершенное, Мгм. вот, то есть человек уже начал, физическое тело фиксирует погрешности. И генетическая память, которая имеется в эфирном пространстве, в душе человеческой, также зафиксирована и в физическом теле. И когда тело повторяется, то есть идет новое воплощение, память хранит, то есть Мгм. эфирная память, душа хранит историю, да, то, что было. Мгм. Идет такой посыл, то есть миссия, чтобы это исправить. То есть миссия все исправить, расставить на свои места. Но физическое тело строится по образу своей же души, и эти блоки, скажем так, образно говоря, переходят из тела в тело, из воплощения в воплощение. Так, а в физическом теле уже не можно было вот так предвидеть, чтобы не делать этих погрешностей? Нет, я вижу, что физическое тело, оно контролируемо. Это вот я показываю вот эту туфельку, образно говоря, да. Я Мгм. вижу, как с физического тела уже вот эта генетическая память, она такими ниточками связана с интерферентами, то есть с тем падшим миром, и уже руководится этим, идет вот это сопротивление, то, что я говорила. Ага. То есть идет конфликт интересов. Интересы души тянутся как к Творцу вверх, к гармонии, а тело привязано, буквально привязано этими невидимыми нитями, этими контрактами Мгм. к антимиру. Так, это понятно. Так, Виктория, такая информация. Возможно было иметь такое физическое тело, которое бы э, можно было не подключаться к интерферентам? Такое совершенное, чтобы можно было не пачкаться греховностью. Но я вижу, что такие миры есть, они высоко. Это есть, А, конечно же. есть, да? Да. Ага, хорошо. То есть, Хорошо, Виктория, я... я слышу центр управления. То есть, управление — это власть, конфликт власти, да. Мгм, Власть, первоисточника и жизни, и власть источника смерти. И, именно источник смерти, или, как мы говорим, Люцифер, или программы, у каждого это может быть по-своему представление, но факт есть факт, то тело является тем рычагом, который тащит назад, вниз человека. С понятно. одной стороны, но с другой стороны, тело подсказывает, дает подсказки. То есть физическое тело связано с физическим воплощенным разумом, Мгм, который через сны, интуицию, потом
разные проявления в теле, боль, там еще что-то, дает подсказки. И когда мы обращаем туда внимание, а там, где внимание божественной души, там сразу начинает все разворачиваться и начинает все исправляться. Мгм. Так, да, интересно. И получается, что этот конфликт интересов как раз и срабатывает таким образом, что с одной стороны сильное давление, потому что они пытаются отобрать энергию жизни. С другой стороны, чем больше они давят, тем больше и быстрее идет работа по, если проявлять волю. То есть это Мгм. тут уже кто кого победит. Или чистая светлая душа и воля к гармонии, то есть выбор. То есть Да. идет два источника: жизнь и смерть, и выбор, что человек выбирает своим сознательным разумом. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай вернемся к контракту. Да, Так, какие еще условия на что ты еще согласилась? я вижу, что я вот эту штуку беру, которую выковал этот человек, Мгм. Таргус. И я так смотрю сквозь нее, а там такая дырочка. Сейчас я посмотрю. Я потом Мгм. это взяла и так приложила, в этот астролябус положила и встала, вышла оттуда, а как будто бы приложила одно к другому, и там как сошлось что-то, как будто защелкнулось. Я говорю: до поры до времени. Мгм. Так, на что я согласилась? На контроль. Мгм. И я вижу, как я этот треугольничек из ноги передаю в сектор, отрываю вот так от себя, передаю в сектор магии. И вот эти ниточки с интерферентами вот так просто разрываются. Мгм. Так. Хорошо, Виктория. Хочешь ли ты расторгнуть этот контракт? Да, я хочу расторгнуть этот контракт, и я отказываюсь, чтобы мое физическое тело контролировалось этими пырями, Мгм. колдунами. И я вижу, как я, эта маленькая девочка, которой там этот положил эту штуку на лоб. Я просто беру, а он как будто бы продавил мое пространство вот так. Мгм. Вот так беру и ему это обратно отдаю. Мгм. Хорошо. Приказываю ему забирать все его воздействия, последствия воздействия во всех воплощениях, во всех временах, на всех уровнях. Пусть забирает. Так, и я вижу, как это, да, как этот астролябус просто выворачивается наизнанку. Мгм. И там игла такая внутри. И эта игла вот так разворачивается и поворачивается вот туда, к этому же сатане. Мгм. И эта игла ему просто вот так в причинное место так впилась, просто в в основание этого его пиндера. Мгм. Так внутрь туда. Господи, ужас какой. И он хватит за это все. И вот эти слова, пошло вот так покривляние, пришла, и оно так все уходит. И я вижу, как я рукой вот так отодвинула это все. И сейчас я пришла, а, как, в сектор будущего Мгм. и так склонила голову. В сектор первоисточника, я склонила голову,
Что это означает? Вот так склонила голову. Читай информацию. Что это обозначает? Я слышу, отдала должное. Как отдала Отдала. честь. Мгм. Иерархия. То есть я признаю Первоисточник. ну да. Но оно как-то Да. еще связано с тем, сейчас считывается, что я как будто недостойна. И я показываю эту туфельку, ну, как этот носочек, да, и Мгм. как будто я недостойна войти в высшие сферы жизни из-за этого астролябуса. А этот астролябус, там Мгм. все человеческие души. Там Мгм. каждый на своем месте. Это, можно сказать, такой глобальный компьютер. Мгм. И вот эта астрология, она как раз и высчитывает пути человеческие, человеческой души и заставляет. Я вижу, как физический разум, который как бы прислушивается к этим астрологическим прогнозам, соглашается и делает свой выбор уже как бы по согласию. Мгм. Не своему, а этого этих колдунов. Ясно. Так, ты контракт расторгла? Я расторгаю, я вижу, как я разрываю этот контракт, и эти все бумажки, которые полетели туда, я вижу, что они как будто бы залетают в рот этому писарю. То есть, как он это написал, вот он как бы кушает то творение своего, то, что натворил. Мгм. Хорошо. Так, очищай твое пространство от всего чужеродного, Да, отправляй на аннигиляцию, призывай все твои частички души, потенциал, энергию, призывай, очищай и восстанавливай тебя по образу, согласно твоему эталонному эфирному ДНК, данным Первотворцом жизни. я вижу, как в том моменте, как родители меня там несли, я им показала. Мгм. И я вижу, как эти черные энергии, то есть они тоже стали как завязаны, эм, ответственны за это, что они как бы предали меня Мгм. и тоже попали под этот конфликт, я слышу. Мгм. А так эти энергии с них ушли, то есть я их тоже освободила. Передай, Виктория, своим родителям алгоритм освобождения из наших сеансов. Да, Принимает? принимают. Хорошо. Так, расторгла ты контракт, Виктория, полностью? Да, Мгм. Хорошо. Это поднимайся вверх, да. посмотри на твое эфирное тело, как оно сейчас выглядит. Ну, оно большое и все сияет, Мгм. как шар, сияющий шар. Так, отлично. Слушай, Как еще. солнцепек, я слышу. То есть оно сжигает Мгм. вокруг Вик- такие энергии да. темные. Виктория, считай информацию. Есть ли какие-то еще воздействия от Ильи?
Ну, я вижу, что вот эти сны последние несколько дней, то это как раз те энергии этого Вельзевула, который это как дух этого мира Мгм. несовершенного, да, дьявольского, то он как раз через тело, через телесные вот эти, через телесные Через этот гены, механизм, да, через этот астролябия, механизм, да, да. находит вот эти зацепки, Мгм. вот эти контракты. Посмотри, Виктория, каждый этот момент, зайди в Ну, каждый из я этих вот, моментов и да, я отторгай увидела все этот эти сон. воздействия. Мгм. Да, я увидела этот сон, когда меня Приказывай. там тащили. Вот, Мгм. и он, развалился. Я вышла, но я видела, как я выхожу, Мгм. но мне важно было этот весь механизм осознать, что было. Мгм. Да. Виктория, отдавай карму за все воздействия, за последствия воздействий. Приказывай вернуть твой потенциал, богатство, утраченное, потенциальное, которое они забирали. Стоит ли Да, и я требовать отменяю компенсацию? любое решение, которое вредило мне или кому-либо из, человеческих душ. Мгм. Я расторгаю любые, контракты на любом уровне сознания и подсознания, во всех мерностях, временах. Мгм. О, как интересно. Я вижу, как я вот этот шар достала, и он засиял в секторе принятия решений. Мгм. Шар. Так. А что в Ну, секторе принятия шар, решений? ай, я вижу, как этот шар как будто отсек черную руку, а черная рука это символизирует неправильные решения. Мгм. Виктория, а посмотри, что сейчас с этой светящейся книгой такая большая была, которая Она попала вот в это здесь. астролябие? Она у меня вот здесь, вот так в Мгм. сердце. Очистила ее? Чистая она? Да? Хорошо. Это символизирует, книга символизирует миссию и стремление к очищению. Мгм. Да. Да, хорошо, Виктория. Тогда пока отсоединься от всех и всего. Да. Давай посмотрим твой канал Альфа Ментал. Найди его в эфирном пространстве. И я его вижу. Он в секторе вот, вот здесь был, где левая сторона, где сектор будущего, но это правая с моей Мгм. стороны. Да. И я вижу, как из сектора интерферентов, и как будто бы зубы такие, чтобы вот так цап-цап. А с сектора магии как будто бы кто-то подпрыгивает, чтобы достать, достать. Мгм. Так, кто там в секторе магии? Приказываем проявиться согласно его физическим ДНК, как мы его знаем. Так, проявляется борода, вот это Черномор, Мгм. может, это Черногор, Черномор, Так. короче. Море– это бушующий народ, который пошел против Бога Творца. Там их много. Мгм. Так, ну хорошо. Приказывай всем им забирать все их воздействия на твой канал. Пусть они принимают эти воздействия на них. Я слышу, что я им выбиваю зубы. Мгм. Так, Карма я менеджер. возвращаю себе все мое, а Мгм. все чужеродное отправляю в портал на утилизацию. И я слышу на вечный скандал. Так, что это такое? Что это за вечный скандал? Э,
я вижу, как забурлил такой поток, который уходит как в унитаз такой. И там люди ругаются, бьются. Считывается низшее пространство душ. Ну ладно. Ну, вот это море бушующее, которое символизирует вот эти противление, непокорность конам жизни. То есть противление конам гармонии. Так, хорошо, Виктория. Так, вот Я этот вижу, как мой интерференц. канал увеличивается, отправляю все и приказываю убираться с моего канала. А мой канал – это не просто мой канал, это возможность живых душ освободиться. И я вот прошу Первотворца, Первоисточника жизни и гармонии наполнить все мое пространство и охранять. Я прошу всю Вселенную охранять меня и чистых светлых душ, которые стремятся к гармонии, к жизни, к процветанию, чтобы каждый имел возможность пройти свой собственный путь и освободить свою душу, свое тело. О, как интересно. Смотрю, как мой канал крылья появились. О, это что-то Взлетает вверх. новенькое. Да, Супер. Хорошо. все хорошо. Ну, добро. Светится тоже и тоже вот так колючий. Ну да, Мгм. правда всегда, знаешь, как говорят, режет глаза, а лесть присыпляет в смерть. В нашем канале лести нет. Называем вещи своими именами. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, посмотри, кто-то из клиентов воевал там с тобой. И если остались воздействия. Ну, это эти духи, к которым они подключены были. Мгм. Я приказываю всем убираться с моего пространства, чищу все пространство, все чисто и лучисто. Хорошо. Так, Виктория, ну считай информацию. Где твои деньги? Так, где мои деньги? Мой вопрос. Мгм. Я слышу испытания, доказать верность. Ага. Когда их нет. Так, эти испытания еще не пройдены, Виктория? Пройдены. Так, ну тогда все. Интересно, Притягивай, да. да, Потому что притягивай обратно. забираю все мое. Да, я Забирай. вижу. Потому что магически, эзотерически и всякой ересью заработать деньги очень просто, потому что 99% людей погружены в этот аферизм этого антимира. И они такие притягиваются к разным аферистам, к эзотерикам, я сегодня только с дочкой говорила, так это смешно выглядит, вместо того, чтобы сложить план, найти свои прорехи, да, сложить план, как выйти на новый уровень доходов и так далее, куда вложить деньги, как их заработать. То есть это нужно все планировать. Советы. Кошелек должен быть красным, другие говорят зеленым, штаны с дырками не носить. Ну и пошло и поехало. Всякие ритуальчики. Как это может человеку помочь? Ну, Это конечно все же, никак. астролябия, да, Виктория? Да, да, это все Астролябия, вот оттуда. эта система. Мгм. Это такой бред. И человек, я помню, как кто-то пришел мне, и ты хоть крестик повесь ребенку, который родился на шею, или красную веревочку, вот давай мы завяжем, чтобы его никто там не сглазил. А мы на свадьбу шли, а ребенку 5 недель.
Я Мгм. говорю, ну хорошо, я это сделаю, только мне покажите, расскажите, как это должно сработать. Я говорю, я себе представляю так, вот ниточка росла где-то там на кустике или на баранчике шерстью, потом с этой шерстки сделали ниточку на фабрике. Вот объясните мне, как это может сработать, чтобы ребенка защитило. Говорю, я его защищаю. Мгм. Ладненько, Виктория. Хорошо. Давай тогда отсоединяйся от всех и всего. Да. Поднимайся максимально вверх. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Все в порядке. Да. Хорошо. Наполняйся энергией жизни, гармонии, процветания, счастья, любви. Да. Мгм. Я, Виктория, посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Так я Возвращайся. еще тут посмотрела на эту букву, которая там была. Таурус. Это, Ну, эта буква, которая, да. Мгм. да, я же Урантия. увидела, как она уходит, да. Ушла, да? Да, все Хорошо. это очищаю, Очищай. Чужеродная развязывает. аннигиляция. Да, вот это, этот поток вот так вот он рассоединился, и я превратилась вместе с этой уранией как одно целое. Здорово. И вот эти зеркала все треснули, на которые как бы меня там направляли, Мгм. пытались сбить меня с толку. Я карму призываю за любую ложь, за любую дисгармонию, вмешательство в пространство мое личное и моей священной вселенной, а также за вмешательство и преграды всем светлым душам, которые должны освободиться, которые проявляют истинное желание. Я Мгм. приказываю всем колдунам убирать воздействие с моего личного пространства, из пространства моей священной вселенной. И я защищаю все те священные души, которые борются своими, вот имеют тоже испытания. Мгм. О, это как в том сне. А кто заступится за нас? А я говорю, я Мгм. как бы поручусь за этих душ. Короче, да. Так, хорошо, Виктория. Всем Мгм. раздала карму. Ну, пусть они, это уже Да, не мое, это да, пусть я отпускаю, а там да. уж Силы законы кармы пусть Вселенной сами сами работают, да. разбираются. Мгм. Хорошо, хорошо. Отсоединяйся от всех и всего. О, сейчас отсоединяюсь, да. Мгм. Хорошо. Я посчитаю до 3. Ты вернешься в физическое пространство, где с тобой разговаривать, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.